Вся их броня под маской белой, как снег отглаженный, халат. Идут больные походкой смелой, как бой суворовский солдат. День долгожданный и волнительный. Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в селении Южное ждали долго. Собрались сегодня всем селом. ФАП построен в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта здравоохранения. На праздник приехали и первые лица региона. Мы, конечно, стараемся развить все социальные наши объекты. Имеется в виду и школы, детские сады, больницы, ФАБы. Для южного села здесь это большое дело, это огромное дело. И я благодарен подрядчику, я благодарен Министерству строительства, что поддержали. Ну, естественно, все финансы нам выделяет федеральный центр. Это по нацпроектам, по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот целый комплекс социальных объектов, я вам скажу, где-то на 46 миллиардов мы построили вот за последние 5 лет объектов. Но самое главное, что скорая необходимая помощь, как бы оперативная, она будет позволять сюда приехать, прийти и уже в своем селе получить профессиональную, настоящую медицинскую помощь. Я сюда приезжал и знаю, что он необходим здесь был. Фельдшерский пункт, он был необходим. Поэтому я вас искренне хочу поздравить. Мною лично и все правительство во главе представителя правительства, мы настроены, чтобы создать условия. И мы делаем, и будем делать это. В новом медучреждении созданы все необходимые условия для пациентов, в том числе для маломобильных граждан. Право перерезать красную ленту и запустить работу медучреждения предоставили главе региона и ветерану медицинской службы. Итак, друзья, наша больница официально открыла свои двери. Мы от всей души поздравляем. Сразу после глава осмотрел новое здание и пожелал медперсоналу плодотворной работы и при этом поменьше больных. Это кабинет процедурный. Конечно же, в таком кабинете работать на сегодняшний день – это одно удовольствие. То есть все по-другому. Тепло дали? Тепло дали. В современном медпункте предусмотрены 20 помещений, среди которых процедурная, кабинет фельдшера и акушера, стационарные палаты и многое другое для оказания первой медицинской помощи сельчанам. До сегодняшнего времени ФАП располагался, фельдшерско-акушерский пункт располагался в приспособленном помещении в сельской школе в одном кабинете. И, конечно, невозможно было оказывать качественную медицинскую помощь жителям данного населенного пункта. Сегодня и медицинские работники располагаются в комфортных условиях, и у них есть возможность оказать качественную медицинскую помощь. В старом здании в одном кабинете ютиться приходилось нескольким врачам. Сейчас же это новая современная, не уступающая ничем городским по оснащению. Оценила условия и Липхан Яндиева. В старой амбулатории она проработала 33 года. Если правду сказать, мечта. Я вообще, когда увидела, когда они все сделали, очень приятно было. Глава региона отметил, развитие первичного звена здравоохранения имеет большое значение. Сегодня люди в первую очередь обращаются в ближайшую амбулаторию, чтобы оценить состояние больного и получить необходимые рекомендации для дальнейших действий. При этих условиях а остальное, я думаю, министр у вас есть. Главврач вам выделять будет все расходные материалы, лекарства. Прилегающая к амбулатории территория уже обустроена, прокладывают асфальт. По поручению главы здесь должны посадить деревья, но уже сейчас всем довольны. Это же хорошее дело. Мы сегодня, нам не надо ехать на Молгобек или куда-то. Приехали, сдали кровь там или что-то, анализ, и это благодать. Сегодня в Южном проживает порядка 1500 жителей. Из них 496 – это дети до 18 лет. С 2023 года в поселке реализуют программу «Комплексное развитие сельских территорий». Так, в ходе поездки глава региона проверил строительство 28-й школы. По словам Махмуда Али Калиматова, именно такие новые современные учебные объекты помогут улучшить качество образования наших детей. Школа возводится в рамках национального проекта образования.
который инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Хава Гагиева, Акрамат Дасхоев, Билал Ахильгов, Магаз 24.